Всем доброго дня, всем здравствуйте. Триатлонный дайджест по итогам очередной рабочей спортивной недели. Поговорим о событиях в мире и, конечно же, расскажем о том, как наши спортсмены выступали на чемпионате Азии в Чолпанате. Минувшие выходные в Чолпанате, что в Республике Кыргызстан, проходил континентальное первенство. Проходил Кубок Азии по суперспринту и спринту 2021 года в категории элит и Ю-15. Ну что можно сказать? Поздравляем, одним словом поздравляем. В общекомандном зачете, в неофициальном, сборная Казахстана завоевала 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Это по-настоящему фурор на данном соревновании. Ну и давайте поподробнее поговорим о тех, кто представлял нашу страну и кто, конечно же, поднимался на верхний пьедестал почета, на верхнюю строчку. Итак, по порядку. Началась гонка с женского спринта. В ней нашу страну представляли 3 спортсменки: Юлия Озерова, Надежда Бекмагамбетова и Екатерина Шабалина. Екатерина с первых и до последних метров вела борьбу за подиум, вела борьбу за главную медаль, но, к сожалению, в беге немножко не хватило отыграть у японки, которая стала в итоге победительницей на этой старте. Сама Екатерина отметила, что она осталась довольна этой гонкой. Она сказала, что теперь поняла, в каком направлении ей работать, ну и поблагодарила, конечно же, всю команду, все, кто помогал, все, кто работал и принимал участие в ходе подготовки. Также нужно отдать должное, что разрыв между золотом и серебром получился, ну, просто, что называется, минимальный. Так японка Сарика Накаяма показала результат 1 час 3 минуты 12 секунд. Ну и ее соотечественница, которая замкнула тройку призеров, другая японка, 1 час 3 минуты и 51 секунду, Чисата Накаджима. Что касается остальных 2 девушек наших, то Надежда Бекмагамбетова финишировала на 4-й позиции, уступила 2 минуты победительнице. Ну а Юлия Озерова на 8-й строчке, 1 час 7 минут и 49 секунд. Спустя час на дистанцию вышли мужчины в этой же возрастной категории элит, на этой же дистанции спринт. После первого плавательного этапа гонку возглавил японец и 2 представителя Узбекистана. Они, собственно говоря, от плавательного до велоэтапа работали дружно, вместе и слаженно, что до определенного момента не позволяло группе преследователей, в которой, кстати, входило сразу 5 казахстанцев, не могли их сразу добрать. Но и может быть, наши ребята тоже, следуя тактике, не бросали, сломя голову вперед. Все решилось, как всегда, на беге. Дарын Каназбаев, после того, как вторая группа сумела отыграть это отставание, набрали их до транзитки, и уже на беге, по словам самого чемпиона Дарына Каназбаева, сказал, что я чувствовал себя уже очень хорошо и чувствовал, что на беге я выгляжу свежее всех, и за счет этого я понимал, что на подиуме я в любом случае окажусь. Но Дарын показал хороший результат на беге, лучшее время. Это позволило ему стать чемпионом Азии 2021 года. С чем поздравляем Дарына, но и это его первая победа на континентальном первенстве. Надеемся, что не последняя. Что касается тройки призеров, то нужно отметить, что Аян Бейсенбаев замкнул эту тройку призеров и разбавил казахстанский подиум единственный представитель Японии Киетаро Йокашива. Достаточно плотные были результаты. Что касается еще наших ребят, то Мирлан Искаков финишировал на 7-й позиции, а Тимирван Темиров закончил гонку на 8-й строчке. Вот так проходила гонка в элите. Что касается возрастной категории Ю-15, то тут в мужской гонке прошло полное доминирование казахстанского триатлона. Все первые 3 позиции заняли наши ребята. Никита Дубинский с результатом 27 минут 33 секунды стал чемпионом Азии. Станислав Глок 27:59 серебро и бронза Тимур Бакиров 28:25. Алинаби Маралбеков финишировал на 5-й строчке с результатом 28:48 секунд. Чем поздравляем ребят, и потрясающий старт для них. Я думаю, что это
очередное доказательство того, что молодежь есть, молодежь хорошая, перспективная. Главное не останавливаться и двигаться дальше в этом же направлении. Ну а у девушек гонка получилась вообще интересной, потому что лидер менялся и после плавания, и после велоэтапа. И тут нужно отдать должное Диане Ержановой, которая сумела показать не только свой характер, но и снова продемонстрировала большую волю к победе. Она сумела завоевать золото, показав результат 31 минуту 48 секунд. На финише опередила она хозяйку дистанции, представительницу Кыргызстана, Альфину Артхажаеву, 32-31. Ну и тройку замкнула еще одна наша соотечественница Ангелина Репченко с результатом 32 минуты и 35 секунд. Вот такой получился чемпионат Азии для казахстанской сборной, для казахстанских спортсменов в чолпанате. Что и говорить, получился этот чемпионат Азии по-настоящему для нас такой домашний, насыщенный и богатый на медали. Всех призеров, всех чемпионов поздравляем и желаем, конечно же, успехов на следующих стартах. Ни в коем случае не останавливаться, а только работать и еще раз работать. К новостям международного триатлона, а точнее Ironman. В воскресенье прошла пресс-конференция директора главной гонки чемпионата мира, которая ежегодно проходит на Кони. Ну или точнее проходила, да, как можно, наверное, сейчас сказать. Так, Эндрю Месси заявил на своей пресс-конференции, что, возможно, Ironman, чемпионат мира, может поменять прописку. И шансы для этого очень и очень серьезные. Сейчас оргкомитет рассматривает достаточно много вариантов, ищет альтернативу Кони, потому что ситуация на Гавайских островах действительно очень непростая. Напомню, что чемпионат мира в Кони проводился с 1981 года и никуда оттуда не переезжал и не уезжал. Но обстановка с ковидом и со всеми мерами вызывает очень много вопросов, потому что очень много проблем сталкиваются спортсмены, которые приезжают на Гавайи. Вакцинированы они или нет, ПЦР-тесты сдали или нет. Нужно проходить обязательный карантинный 10-дневный срок для того, чтобы дальше принимать участие в соревнованиях. В общем, все вот эти меры и непонимание того, как и в каком направлении правительство Гавайев на Кони будет двигаться, вот оргкомитет Ironman решил все-таки искать альтернативу. Напомню, что ранее мы сообщали о том, что чемпионат мира в Кони перенесли с октября, да, как положено, на февраль 2022 года. Там вроде как собираются проводить, но опять же это даже не точно. Возможно, и уже к этому сроку появится новая информация о том, что все опять поменяется. И вот так вот ковид заставляет организаторов искать новые варианты, новые места для того, чтобы всем спортсменам, всем атлетам было удобнее принять участие в этом грандиозном мероприятии. Конечно же, Конно сама по себе место легендарное, Конно место, которое, наверное, вообще сложно представить Ironman без этого, но вот новые тенденции, новые правила диктуют свою моду. И, к сожалению, правительство Гавайи, губернатор пока навстречу этому не идет, в первую очередь заботясь о здоровье своих граждан. Поэтому надеемся, что даже если и состоится перенос Ironman, то в скором времени Ironman, чемпионат мира, главный старт, к чему готовятся абсолютно все, в Кони в свое время вернется домой и будет, конечно же, проводиться именно там. Посмотрим, поживем, увидим. Надеюсь, что все будет по плану. Прошел этап мировой серии по триатлону. Что можно сказать? Проходил он в Гамбурге, но и немецкие спортсмены на этом домашнем для себя этапе мировой серии обошлись гостями негостеприимно. Что в мужской, что в женской гонке победителями стали хозяева. Причем нужно отметить, что хозяева молодые и спортсмены, которые, может быть, и известны в кругах триатлона, среди, может быть, андеров, но вот на взрослом уровне они еще таких успехов не добивались. В частности, представитель Германии Тим Хельвиг показал потрясающий супер финиш в мужской гонке. Нужно сказать, что за победу на этом этапе претендовало сразу 6 человек. Если у вас есть возможность посмотреть обзор или увидеть кадры с этой гонки, то посмотрите обязательно мужскую, не пожалеете. Там менялось все очень скоротечно, начиная с плавательного сегмента,
продолжилось это все в транзитной зоне, но и велоэтап тоже был потрясающим. Ну а как развернулись события на финишной прямой, это просто любо-дорого посмотреть. Я думаю, даже этот финиш затмил свою победу на Олимпийских играх, мне кажется, ну практически любого атлета. 6 человек претендовали на медаль, в итоге Тим Хельвик оказался быстрее всех, причем нужно сказать, что победителя определили не сразу и не сразу его назвали. Пришлось прибегать к фотофинишу на этой дистанции, что, конечно же, вдвойне и втройне еще подчеркивает значимость этого успеха. Замкнул тройку призеров француз, который уже в третий раз поднимается на третью строчку. Ну и видно было по лицу Шарля Пике, канадца, что он тоже расстроился, потому что был близок зайти на пол. Бержере тоже был не особо счастлив в этой бронзе, но и серебро досталось Джортему, который, я думаю, вот тут как раз-таки был расстроен больше всего даже, чем в бронзе. Он проиграл миллиметр своему сопернику. Что касается девушек, то здесь Лаура Линдеман стала чемпионкой. Ее все прекрасно знают по победам на чемпионатах мира в категории андеров до 23 года. Ее знают по победам на мировых кубках и сериях. Но вот это ее первая по-настоящему взрослая победа на этапах Гран-при. Она сумела опередить, причем с небольшим разрывом, 4 секунды выиграла у представительницы Нидерланды Николь ван дер Кай. Ну а бронза досталась Саммер Рапопорт из Соединенных Штатов Америки. Нужно сказать, что немка практически всю дистанцию находилась немножко в тени, на третьей, четвертой, где-то даже пятой позиции. Ни разу она не вырывалась вперед, но и дождалась своего шанса именно на беговом этапе, когда решила сделать вот это решающее ускорение, что и позволило ей добиться такого потрясающего успеха. Так что сборная Германии вполне может быть довольна. 2 гонки, 2 золота, о чем можно еще мечтать. В Сент-Джордже, что в Соединенных Штатах Америки, завершился чемпионат мира Ironman 70.3. Половинку у девушек выиграла Люси Чарльз Барклey. У мужчин победителем стал норвежец Густав Иден. Что можно сказать об этих гонках? Ну, во-первых, если коснуться женской аудитории, женской категории, то Люси Чарльз Барклey, что называется, с первых метров и до последних взяла лидерство в свои руки, в свои сильные железные руки. И вплоть с первого до последнего метра никому не собиралась отдавать свое лидерство. После плавания она вышла с потрясающим гандикапом, с потрясающим заделом, который ей позволил в спокойном режиме пройти велоэтап. Да, было какое-то небольшое такое затмение, в кавычках, опять же, потому что конкурентки там в начале вроде как и отыграли у нее небольшую разницу в 10-15 секунд. Но затем, когда после половины велоэтапа Чарльз Барклey включилась в гонку, она опять же эти 10-15 секунд себе лидерство вернула. Но на беге она показала один из лучших результатов, что суммарно позволило ей, как я и говорил, подняться на высшую точку пьедестала почета. Ее время 4 часа ровно и 20 секунд. Второй стала Дженни Метцлер, уступив ей 8,5 минут. Но и бронза Тейлор Книп. Книп, к слову, шла на протяжении всей гонки на второй позиции. Но вот, когда оставалось до финиша меньше 5 километров, она, к сожалению, свою вторую строчку отдала немке. И та, в свою очередь, за 1,5 километра еще и ускорилась, сумев привести ей небольшой задел в 11 секунд. Вот такая тройка у девушек. Что касается мужчин, то тут, наверное, нужно сказать, что Густав Иден, не без удачи, кстати, ну а в спорте куда без удачи, да, сумел победить Блюменфельда. У того появились проблемы на велоэтапе, пришлось менять колеса после прокола. Но и на беговой части Иден показал и отработал с хорошим временем, с хорошим графиком. На беге у него ушло 1 час 11 минут. Это, кстати, является лучшим временем на беге среди всех. Суммарно это и позволило норвежцу стать чемпионом. Второе место досталось Сэму Лонгу. Его результат 3 часа 41 минута и 9 секунд. Ну и Даниэль Беккерт 3 часа 42 минуты и 24 секунды. Время победителя и чемпиона мира составляет 3 часа 37 минут и 13 секунд. Вот так в Сент-Джордже прошли старты Ironman 70.3.
К новостям марафона, может быть, чуть-чуть подальше от триатлона, но тоже интересное событие. Так, 12 сентября 2021 года в Вене, что в столице Австрии, проходил ежегодный традиционный марафон. Вена Сити Марафон. Так вот, изначально победителем этой гонки стал представитель Эфиопии Дерара Хуриса. Он показал результат 2 часа 9 минут 22 секунды. Следом за ним финишировал кениец Леонардо Лангат, который уступил ему 3 секунды. Но вот что выяснилось. По итогам часа организаторы приняли решение и дисквалифицировали победителя. Вы не поверите за что? За нарушение экипировки. А точнее, его подошва на обуви, которая указана была на 1 сантиметр выше нормы, заявленной по правилам. Организаторы расстроились, конечно же, такому поводу и дисквалификации победителя, но сказали, что на брифинге для каждых спортсменов, особенно для профессионалов, мы этот пункт правил обговаривали очень строго. И в заявочном листе у победителя этой гонки, первого победителя эфиопца Дерара Хуриса, была указана одна модель кроссовок, ну а когда он финишировал и когда на это обратили организаторы, модель кроссовок была абсолютно другой, указанной, которая была в бланке. Соответственно, за это и подвергся нарушению. Вот так вот, 1 сантиметр лишил тебя возможности быть чемпионом этого венского марафона. Ну а что касается самого победителя, то 25-летний кенийец Лангато сказал, что для него это был первый марафон в жизни профессиональный. Он преодолел его за 2 часа 10 минут и сказал, что для него эта гонка далась очень тяжело, как бы он ни старался, но в конце он никак не мог догнать победителя. Но через год обязательно вернется и постарается эту финишную ленту разорвать самостоятельно.